К тушению лесных пожаров привлекли и самолет компании «Ирайра». На воздушное судно установили специальное оборудование для вызова осадков. Как работает эта система, знает Дмитрий Темыров. Сегодня на территории Центральной Якутии ожидается появление больших облаков, таких, которые можно зарядить с помощью установки «Циклон» и вызвать долгожданные дожди. И с этой целью воздушное судно будет пролетать над территорией Вилюйской группы улусов. Сегодня мы работаем на территории Республики Саха-Якутия по Вилюйскому лесничеству и горному лесничеству. Это у нас направление будет от Якутска 170 километров на северо-запад. Пройдем по пожарам, будем смотреть по критериям. А критерии непростые, поэтому на борту самолета находятся синоптики. Они и будут подсказывать специалистам авиалесоохраны, какие именно облака можно и нужно заряжать под дожди. У нас веера уже заряжены. У нас получается в одной балке 36, это 192 с одной стороны пиропатрона и с другой стороны 192 пиропатрона. Два веера стоит по обоим бортам. Я, значит, выбираю облачность вместе с экипажем, мы смотрим, то есть все критерии эти, учитывая. Также второй летчик-наблюдатель за пультом управления. По моей команде происходит отстрел пиропатронов. В состав данного пиропатрона входит йодистое серебро, значит, которое по кристаллической решетке очень близко со льдом. И за счет этого происходит процесс льдообразования. То есть получается, вся вода, которая находится в атмосфере, она просто конденсируется и намерзает на кристаллах йодистого серебра. По словам заместителя начальника ФБУ авиалесоохрана, подготовка к полету начинается за несколько часов. Ведь каждый патрон проходит тщательный осмотр, чтобы не было никаких браков. Однако самое сложное – выбрать подходящее облако. Облака не каждые можно засеять именно йодистым серебром, и не каждый даст осадки. Поэтому толщина, мощность его должна быть соответствующей. К примеру, я так говорю, утрированно, от 2 километров и выше. Чем больше его мощность, вертикальное его развитие облака, тем больше, конечно, в нем вероятности выпадения осадков. Вместе с тем с командой специалистов авиалесоохраны сегодня полетел и первый зампред правительства Дмитрий Садовников, чтобы оценить работу установленного сооружения «Циклон», так как региональные власти сейчас рассматривают возможность пополнения воздушного парка самолетами, которые можно будет оснастить установкой «Циклон» и использовать их в тушении лесных пожаров. Посмотрим, как работает. И мы имеем задание от главы региона, что надо изучить именно вот эту работу, что в будущем, возможно, будем иметь такой борт у себя в республике на базе наших авиакомпаний, скажем, полярных авиалиний. Так что в ближайшее время на территории Центральной Якутии можно будет ожидать больших осадков, а значит сокращение числа пожаров и задымленности. Дмитрий Темыров, Петр Шестаков, Якутск.